там задержали, вот, не представлялись, ничего, только кричали, типа, голову вниз, потом уже в бусике, типа, голову в пол. Там было много сидячих мест в бусике, но они принципиально кричали всем задержанным, типа, головой в пол. И в коридоре вот мужчины, там в основном были задержаны мужчины за 40, за 50, они все вот в колено-локтевой позе, там, лежали на полу. То есть, ну, это вообще какая-то Африка полнейшая. Второй раз за день начались задержания. Первый раз это когда там сотрудники ОМОНа подходили к цепке девушек и в лицо девушкам перцовым баллончиком тогда распыляли. Вот. А это уже было второе из 3 задержаний за день. И да, и там меня задержали. Вот, меня поволокли в бусик. Вот. И в бусике меня начали избивать, и других тоже, которых задержанных в бусике, их там тоже избивали. Я не признаю то, что эта власть законная. Я не признаю, что суд законный. Вообще, как бы у нас диктатура с 99-го года, когда разделение уже властей, когда суд перестал быть независимым, как бы с тех пор у нас как бы диктатура, а вот уже де юре у нас уже полное беззаконие. Они, видимо, считают, что народ можно запугать, что они забьют людей, и люди перестанут выходить. Вот. И, на мой взгляд, это очень тупо, потому что протесты после 10-11 числа, когда вот женщины выходили с цветами, они как раз тогда вспыхнули из-за всей этой вспышки насилия. То есть протесты тогда были из-за насилия, они сейчас, наоборот, подливают масло в огонь. Вот эти жесткие задержания, которые были вчера в Минске, вот после инаугурации, тоже людей избивали в автозаках, были сведения. Вот. И мне кажется, мы ждем вот новый виток протестов.